Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие соотечественники, граждане России, и вам тоже. Привет от меня. Меня зовут Асланаев Акмал Хурсанткулович. Я родился 1984 года в Таджикистане, Хатлонская область, город Куляб. Вот у меня такие вопросы рождаются. Почему убивают гражданин Таджикистана в России пятимесячного Умар-Али? Где смотрит государство, а где смотрит правитель Таджикистана? Я родился в Таджикистане, еще раз повторяю. По национальности я калах, но я люблю свою родину, свою нацию. И кто бы живет в Таджикистане, не имеет значения от национальности. Киргизы, казахи, там, русские, калахи, таджики. Даже я люблю животных, которые живет в Таджикистане. Почему? Где смотрит правительство? Извиняюсь. Почему убили? Кто убил? А с каким целью вообще-то пятимесячный ребенку отделили от мат? Почему у русских этот ребенок, когда вот упадет, там что-то делает, да, сразу психологу отнесете, там еще куда-то отнесете, лечение. Что, ваши дети для вас, детей, ваш ребенок для вас сладкий, а у нас что, горький, да, для нас? Почему? Куда смотрит правительство России? Где смотрит? Извиняюсь, уважаемый Мумали Шариф Рахмонович, а вы куда смотрите? Почему? Вот почему вы слова не говорите? Посол ваш где, куда смотрит? Только для того, что там сидит продавать возвращение на родину, да? Или паспорт продавать. Их не обязанность. Чего? В уголовном кодексе что написано? Вот уголовный кодекс в России, это в Таджикистане, что написано? Если они там работают. А почему у русского одного где-то в Японии, что ли, какой-то там стране, или Турции, где-то там тонет, в воду там умирает, то это дар Аллаха. Это Аллах это так, это случился и умер. Этот. Ну, купался неправильно, может, или не умел купаться, вот, тонул, умер. Россия отправляет свои вертолеты, там, самолеты всякие. А почему? Почему таджиков прямо от мат отделяют и убивают этого? Понимаете, это что такое? Это что за жизнь вообще-то? Вот. Кому обратиться? Нам. Кому обратиться? Посол Таджикистана? А почему посол именно, когда людей вот начинает обращаться, да, посол сразу себе отдых объявляет? Отдых суббота-воскресенье должен быть. Суббота после обед, после час, до часа они должны же работать. Или у вас нет ответа никакого, да? Это же не жизнь. Вы таджики взяли прямо вот Рамшат, Джамшут, там чего-то, вот дворник, вот все. Где Абали ибн Сино, где рудаки, где их авторитет? Вы до сих пор говорите, какой-то стран поедете, у нас есть такие-то люди, да? А сейчас кто мы? Подметаем? Ну ладно, это работа, я от работы никогда не откажусь. Чем воровать, чем продавать свою честь. Я работаю, зарабатываю своим трудом. Я кушаю. Ну а то, что вот это убивают, хотя бы на это вы не можете стоять или говорить что-то, чего-то, да? Где вы? У человека, если кур потеряется, да, будете искать свою кур. А в таджики сейчас вот взят по документальной, вот оформляйте, считайте, сколько таджиков в России пропал без вести. Где, в каком лесе их похоронили? Никто не говорит, где он, чего он делает, где прописан, где не прописан. А когда просто паспорт гражданин Таджикистана пойдет посолу, да, вот у него есть таджикский паспорт или там чего-то, говорит, вот, брат, у меня загран потерялся, вот давайте мне паспорт. Говорит, ты где прописан? Спрашивает. Тебе надо... Прописку этот, где ты прописан, тебе надо просто оттуда бумага принести. Или прописку тебе показать, что ты где прописан.
А вот этот закон они хорошо знают, потому что, знаете, этот человек свой загранпаспорт вместе с пропиской потерял. А он не найдет это. Для этого чего надо? Мани надо отдавать. Мани надо отдавать для того, чтобы они поставили. Хоп, хорошо. Тогда вообще не делай паспорт. У него нет прописка. С каким целью тогда ты делаешь паспорт ему? А когда, значит, ты деньги берешь, ты нарушаешь закон сам, значит, да? Нет, братва, не пойдет это. Это жизнь, не наша жизнь. Мы не должны так жить. Ты мусульман. Я, алхамдулилля, тоже мусульманин. Не имеет значения национальность. Я гражданин Таджикистана. Я за Таджикистан жизнь свою отдаю. Но не надо быть таким. Сегодня 5-месячного ребенка убивали. Отделяли от мат. В каком российском законе написано, чтобы 5-месячного ребенка отделят от мат? Что отвезти ее на суд, а ребенку в отделение оставить. В тюрьму ваши, которые вот сидят женщины, почему вы их ребенка не отделяете от них? Почему? Вопрос, отвечайте, пожалуйста. Вы русские, отвечайте, вот правители, которые вы правите. Вы сможете ответить, почему ваши вот эти женщины, которые нарушают закон, вы посадите их? А почему у вас дети с ними рядом же? И там школа отдельная, если вы воспитываете их дети. А с каким целью вы 5-месячного ребенка отделяли? Подумайте, подумайте. Вы не считайте мусульманов какой-то за дураком или за лохом. Я не учился нигде. У меня нет образования и не мусульманский, и крестьянский, там это, как говорят, кафирский. У меня нету никакой вот это. Ничего не читал я. Я 16 лет уже работаю на чужие страны, на разные. Просто вы думаете, уважаемый Эмомали Рахмонович, мы уже сколько лет, мы никогда не просили от государства ничего. Деньги, дом, квартира, остальные, смотрите, вы сами ходите туда-сюда, видите, как другие страны помогают своим народам, или даже чужие, когда приедет, дает квартиру, дает пособие, чтобы жил он. А вы, уважаемые, вы же даже на своей родине не можете ход квартирам обеспечивать. Мы на это согласились. Ну ладно, мы после войны думали. Хотя бы вот дефо делайте, что не убивали ваш народ просто попусто, где попало. Это же некрасиво, честно говорю я. Я не знаю, мне совесть не позволяет. Вот просто взять, мне совесть не позволяет, просто убивали где-то. Ладно, мы вас уважали, мы вас вот 4 раза нарушали, вы сами закон вот поставили президент. Ну ладно, потому что у нас нет образования, мы не хотим этого мешать там. Хоть 100 раз поставь. Мы же не против же. Хотя вот выходи, скажи, вот почему, кто убивал этих людей, кто убил, ребенок, каким целям, хотя бы есть у вас какая-то бумага. Вы же можете найти какой-то террорист, там, скажете, Душанбе, там, 24 какой-то, или там, Дигуари какой-то, вы всем даете же розыск, найдете же откуда-то это дело, откуда вы же находите же это. А вы же не можете находить это факт делу, чтобы подниматься, сказать, почему, с каким целью. С каким целью это вы отделяли ребенка от мат. Извиняюсь, вот честно говоря, мне вот... Потом вот вы говорите просто, да, молодежь таджики стали там террористами, молодежь таджикам стали за чего-то. Молодежь таджикам чего остается, если вы не делаете этого? Придется самому вставать, делать чего-то. Потом вы объявляете их террористом. Нет, они не террористы, никто здесь не террористов. Если я был бы террористом, да я так не жил бы. 16 лет лопатами не работал бы. Я бы нашел бы чем заниматься. Вы просто чуть-чуть себе уважайте, уважаемый Эмомали Рахмонов. Мы же вас уважаем. Вы тоже народа уважайте хотя бы. Это же некрасивый поступок. Почему? Вот
Вы сами вот себе вопрос задавайте, почему везде убивают таджиков, да? Вот хоть бы кто бы не был, хоть эшак Таджикистан, да, например, вот возьмем, хоть какой-то птица Таджикистана, да, где-то убивает, вы же должны хоть слово сказать. Сказать, почему, за что, давай. А где ваша опергруппа, где ваша оперативная группа, где ваша вот эта группа остальные, которые вот делают, вот ходит, чтобы расследование вот, проводили, где это? Честно сказать, я не вижу нигде. Почему? Потому что вы, я не знаю, или таджиков за народ не считаете, или вы хотите уничтожать этого. Я 100% уверен, что вы не хотите этого делать. Но у вас-то как-то получается это. Вы за бороду вот прицепились. Зачем борода человека? Я же специально не посажу же, как татуировка русский делаете. Вот христиане пойдет себе церковь здесь делает. И сзади там что-то храм какой-то делает. Или там где-то вот здесь делает какой-то церковь, крест делает. Я же это специально не делаю же. Там не пойду же парикмахер, чтобы мне делать это бороду. Да? Мне это растет, сам Аллах дал, мне растет. А что, я себя столько поставил для себя, для того, что мужик... Может, мне идет эта борода, я для этого поставил себе просто. Может, для красоты, а может, для... Действительно, я сунна пророка держу. Я поставлю, что я террористом становлюсь с бородой. Это смешно, не делайте. Вот террористы, кто они убили? Эти террористы, можно считаться. Реально, они считаются террористами. А не мы. А мы просто простые работяги, которые работаем. Уважаемый Эмомали Рахмонович Шариф, вы просто встаньте сейчас, можете вот просто думать и делать дефо от таджиков там где-то. Вы никакой договор не делали с Россией, чтобы таджики поехали спокойно работали. Никому нету. Кроме узбеков, таджиков патент нету. 20 чем-то тысяч, 25 тысяч просто мы даем. Каждый месяц 5 тысяч еще сверху даем. Квартплата мы даем 7 тысяч. А мы сколько получаем? 30 тысяч. Вот вы сами считайте, вы же образовательный, у вас нормальный же. Понимаете, я извиняюсь, что я по-русски тоже плохо знаю. Потому что я не учился нигде. Я то, что вот корязет знаю, где вот ходил, их язык вот изучал себе, для себя просто. Можно где-то что-то просить, что-то сказать. Вот 30 тысяч, куда? Вот 25 тысяч этому, 5 тысяч этому, долг, квартира, того, сого, каждый месяц уходит. Ну ладно, в год один раз делаем, 25, каждый месяц 5 тысяч, 7 тысяч квартиру отдадим. 5 тысяч в патент, еще еда, мы кушаем, мы же не малак, чтобы там воздухом питаться или чем-то делать, чтобы мы сити ходили, мы же тоже кушаем. В зал надо ходить, надо тоже там свое здоровье, надо чуть-чуть беречь, мы тоже там оплатим, хотя бы нигде у нас бесплатного нету. Мы таджики думаем, все, везде надо только просто деньгами надо раскидать, все проблемы решаются деньгами, нет, оказывается. Не без деньгами, просто так можно решать. Любые проблемы можно решать. Уважаемые, просто вот все народы, которые вы меня вот смотрите, да, вы меня вот видите, вы просто думаете, куда идете и чего вас ждет дальнейшее. Вы сами понимаете потом. Я не террорист, никто я. Я просто человек, работяг, который работает днем, стройка, по ночам таксую, в свободное время в свой зал хожу, там занимаюсь, то, что хочу, да, свободно. Но до сих пор у меня нет жена, нет дети. Почему? Потому что не было вот это финанс, жить, жениться или нормально ходить. Спасибо за внимание. Думайте, дорогие соотечественники.